Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ. С вами Фархат Иванов. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о самых актуальных новостях на сегодня. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. ЧП со смертельным исходом в Тукаевском районе произошел крупный пожар. На месте происшествия побывала и Эльмира Гайнудинова. Одну сторону дороги перекрыли, а на другой организовали двустороннее движение. На плотине Нижнекамской ГЭС стартовал ремонт. Детективы сказки «Приключения. Городские библиотеки» отправили жителям Лисичанска более 1000 экземпляров книг. Подробности в материале Лейсан Габдрашитовой. Татарская деревенька, конные скачки и не только, как челнинцы отметили главный праздник лета, расскажет Христина Балабанова. Спонсор нашего выпуска – магазин «Много ванн». Широкий выбор плитки, акриловых ванн, душевых уголков, мебели, смесителей и унитазов. Задумались о ремонте? За обновлением сантехники обращайтесь в «Много ванн». Дорогая, я нашел магазин «Много ванн». Какие здесь ванны, какая плитка, красота и цены приятные. «Много ванн». В Сююмбике 21. Остановка 41 комплекс. До конца месяца скидки на ванны до 40%. Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил главам районов усилить работу по проведению противопожарных мероприятий. Такое задание было дано из-за трагедии, которая произошла накануне в Саитово. В результате пожара погибла многодетная семья. Живых осталась только мама 4 детей. Моя коллега Эльмира Гайнудинова продолжит тему. В этом небольшом бревенчатом доме жила большая семья из 8 человек. Сейчас от него осталось только пепелище. Все, кто находился внутри, не смог спастись. По словам очевидцев, они слышали, как внутри кричали и плакали дети 10, 9, 6 и 4 лет. Дверь мама открывала. Просто слышно было, как дети плачут. Ну, крики детей, я не знаю. Папа сверху с огорода спустился. Видимо, попытался спасти детей, зашел, но он не вышел. 13:22 уже я успела побежать за телефоном, чтобы позвонить. Уже очень сильно горел дом. Там уже не остановить было. Дети маленькие, двое учатся в школе, а двое ходят в садик. В шоковом состоянии была мама. Шоковое состояние у многих сельчан. Саитово – небольшая деревня, где всего 2 улицы и порядка 6 десятков домов. От дома практически ничего не осталось. В 15:47 было обнаружено тело последнего погибшего. Таким образом, при пожаре погибли 7 человек, 4 из которых – это дети. В живых осталась только 29-летняя сельчанка, которая в одночасье потеряла всю семью, 4 детей, мужа, брата и маму. Как отметил глава Тукаевского района, для всех это большое горе. Очевидцы говорят, это произошло мгновенно. Люди остались, люди не могли выйти, но это наша задача, обязанность как-то в этом случае поддержать жену, главу семьи. Мы полностью на себя берем. Уж понятно, это наша обязанность. Похороны. На борьбу с огнем были привлечены 43 человека и 17 единиц техники. Что стало причиной пожара и где очаг возгорания, предстоит еще выяснить. А ориентировочно возгорание произошло в 13:15. В этом доме было установлено 4 автономных домовых извещателя. В прошлом году осенью наш дознаватель, который отвечает за Тукаевского, он лично поменял даже элементы питания на этих датчиках. Подразделение пожарной охраны находится буквально в соседнем селе. Буквально в течение 6 минут приехали, но со слов первого караула уже дом был открытым пламенем. Тогда уже не было слышно, что кто-либо просил помощи. Была ли семья неблагополучной, также предстоит выяснить. Прокуратурой Тукаевского района по данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдения законодательства о пожарной безопасности и деятельности органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Все обстоятельства произошедшего предстоит еще выяснить. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзеев, новости Челны ТВ. Внимание! Ограничение движения на плотине Нижнекамской ГЭС. Сегодня там стартовали ремонтные работы. Дорога сужена для автолюбителей и водителей в сторону Казани, и из нее доступны только 2 полосы. Подробности прямо сейчас.
Движение при въезде из Челнов затруднено. Такая картина уже становится привычной для автолюбителей и водителей. Раз в год проезжую часть на плотине Нижнекамской ГЭС ремонтируют. Челнинцы и гости города относятся к ситуации по-разному. Затор. Почти час стою в пробке. Еще даже не доехал до моста. Надеюсь, в дальнейшем станет лучше. Асфальт менять все равно надо, покрытие улучшать. А так немножко потерпим, потом будет зато легче. Хватает времени доехать. Мне пробка сильно не мешает, я наоборот отдыхаю. Неудобно, конечно. Я бываю в Челны по работе два раза в день езжу. Пробки неудобны. Плотина была построена в 1973 году. Тогда планировалось, что пропускная способность – это 15 тысяч автомобилей в сутки. Но в действительности здесь курсирует в 2 раза больше легковых и грузовых машин. Поэтому, по словам дорожников, проезжая часть была уже в неудовлетворительном состоянии. Требовался ремонт. Сегодня, 19 июня, стартовал ремонт на плотине Нижнекамской ГЭС. И одну сторону дороги перекрыли на 3 недели для того, чтобы провести обновление. А на второй стороне полотна организовали двусторонние движения. Помимо того, что будет заменен верхний слой асфальтобетона, будут проводиться работы по замене лотков дождеприемников, где это будет необходимо. И также будут производиться работы по замене листов деформационных швов. Работы будут производиться в 2 смены круглосуточно. Строители рассчитывают, что уже 10 июля все ремонтные работы будут завершены. Они просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Зато потом автолюбители и водители смогут ездить по хорошей дороге без изъянов. Эльмира Гайнудинова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. Академический ансамбль песен и плясок войск Национальной гвардии Российской Федерации приехал с гастролями в Автоград. К 50-летию своего творческого коллектива артисты подготовили особую программу для челнинцев. Выступление известного ансамбля оценила и наша съемочная группа. На один вечер стены органного зала наполнились музыкой военной тематики. Более 200 артистов приехали с гастролями в Татарстан. Челны стал первым городом в их списке. Начало концерта зрители ждали с нетерпением. До мурашек, наверное, потому что коллектив очень большой, и у них очень интересный репертуар. Я думаю, будет очень здорово. Я смотрела по телевидению много раз их ансамбль. Великолепно. Их и танцы, и песни, музыка хорошая. Эстетическое и патриотическое воспитание военнослужащих и их семей – одна из главных целей творческого коллектива. К гастролям артисты готовились полгода. Данная концертная программа посвящена 50-летию ансамбля. Мы сделали такой тур в рамках этого 50-летия по всем городам России, начиная от западных и восточных окраин, южных и северных. Творческий коллектив планирует также посетить Нижнекамск, Елабугу и Казань. Кристина Балабанова, Кирилл Хабзи, Новости Челны ТВ. Детская литература, детективы, исторические романы. Городские библиотеки присоединились к сбору гуманитарной помощи. Общими усилиями они собрали более 1000 экземпляров книг. Подробности далее. Дети с удовольствием и Успенского читают. Про Веру и Анфису все обо всем. Новые приключения Незнайки. Книги для детей в одни коробки, для взрослых в другие. Специалисты с любовью выбирали, складывали и упаковывали литературу для жителей Лисичанска. Всего участие в сборе приняло 18 городских библиотек. Здесь содержится литература как зарубежных авторов классика, так и современных писателей. Есть татарские писатели. Духовная пища всегда нужна народу, поэтому, мне кажется, это будет какая-то отдушина, какое-то от нас внимание. И люди найдут такую какую-то строчку, которая им поможет в жизни. С каждой книги можно взять такую информацию, которая близка тебе лично. Свой вклад внес и молодежный центр НУР. Они отобрали для мирного населения около 200 книг в хорошем состоянии. Молодежь, жители Челнов, все подключаются, связываемся с другими точками по сбору гумпомощи. Идея собирать книги принадлежит Рустаму Гатину, который обеспечивает горячей едой мирное население Лисичанска. В последнее время к нему стали обращаться библиотекари, учителя школ, жители с просьбами привезти книги. У них этих книг же еще нет, те, которые у нас есть. И вот этим проектом мы можем не только высвободить лишние книги, которые у нас есть,
а мы можем им дать ту информацию, которой у них не было никогда. Я думаю, что вот вроде бы такое маленькое дело, да, со стороны, а на самом деле оно превращается в очень такой классный, серьезный проект. И я надеюсь, что жители города подключатся к этому проекту. А вообще книги надо читать. И мы стараемся это делать, когда есть немного времени. Книги нужны. И бумажную книгу ничто не заменит. Все равно хочется посидеть. Никак не могу. Кто-то читает через планшеты. Во-первых, наверное, зрение портится. И все равно информация. И во-вторых, это что-то другое. Да? Это все-таки ведь ритуал в каком-то смысле. Городские библиотеки, молодежный центр НУР и другие точки сбора гуманитарной помощи сообщают, что принимают от челнинцев книги в хорошем состоянии, а вручать их жителям Лисичанска будет Рустам Гатин. Первую посылку от городских библиотек им доставят уже на этой неделе. Лисан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Все для вашего дома в мебельном центре «Соло». Кухни, диваны, гостиные, детские матрасы, текстиль. А еще «Соло» снова дарит подарки. Главный приз – диван. МЦ «Соло» 4110А. Получите денежные средства в КПКГ «Господдержка» на выгодных условиях под залог транспортного средства или недвижимости. Набережные Челны, Новый город, 107. Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Сабантуй в Челнах отметили с размахом. Народные гуляния стартовали в 10 утра. Недалеко от Майдана разместилась татарская деревенька с расписными деревянными воротами и мельницей. Поздравить челнинцев и гостей города приехал премьер-министр республики Алексей Песошин. Сабантуй посетила и моя коллега Христина Балабанова. На один день центр Челнов превратился в настоящую деревеньку. Ее жители представили для челнинцев быт татарского народа. 3 домика были выполнены в стиле 19 века. В первом расположился амбар. Раньше в нем хранились столярные инструменты и хозяйственную утварь. Я измельчаю пшеницу, ложу пшеницу и получается сечка, то есть мелкая крупа. Если ее несколько раз перемолоть, тогда получится мука. Для того, чтобы сварить кашу, измельчать пшеницу нужно было по 5-6 часов. Рядом с амбаром разместили беседку. В ней настоящая печь, в которой выпекали татарские угощения. В 3-м доме расположились хозяева деревеньки. Праздник Сабантуй – это корни наши, это душа народа. Вот деревенская работа. Вот сеяли, пахали, сеяли и ждем урожая. Вот когда посевная закончилась, люди празднуют. С праздником челнинцев приехал поздравить премьер-министр Алексей Песошин. Сабантуй по праву является любимым и долгожданным праздником всех татар и жителей нашей республики. Он был и остается местом встречи представителей разных национальностей и вероисповеданий. У Майдана расположилась выездная выставка ретро-тракторов. Гости праздника могли ознакомиться с историей техники, а также сфотографироваться. Мы вот детей оторвать не можем, потому что от трактора к трактору переходят. Здесь же старинные модели, мальчикам всегда интересно. Главным событием Сабантуя стала национальная борьба на поясах «Кареш». Особенно зрелищным получился суперфинал. За звание абсолютного батыра сражались Азат Абдрашитов и Ильдар Хамитов. Абсолютным батыром стал Ильдар Хамитов. Традиционно ему вручили медаль чемпиона и барана. Главным призом стал автомобиль «Москвич». Эмоции, я вам скажу, не передаваем. Но ожидался финал чуть другой. Думал, сторониться выйдем в финал. Но так получилось, я не знаю. И у него что-то не пошло, плохо стало ему. Чуть-чуть ему, я не знаю, или повезло, не повезло. Ну, борьба такая вещь. Кто-то выиграет, кто-то проигрывает. Но на этом празднование Сабантуя не закончилось. После финала борьбы для гостей праздника выступили творческие коллективы Челнов. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. Пока в одной части города челнинцы гуляли по деревеньке, на ипподроме проходили традиционные конноспортивные состязания. За призы боролись не только жители Автограда, но и гости из соседних городов и республик. Поболеть за участников пришла и наша съемочная группа. Заезды на лошадях в Сабантуй проходили в течение дня. В этом году на старт вышли более 80 наездников. Участникам соревнований нужно было преодолеть несколько дисциплин – заезд русаков, конкур и гладкие скачки. Я забыла проехать 8-й барьер.
Вот. Ну, в принципе, мы могли проехать и лучше, но все равно хорошо проехала кобыла. А чего не хватило для лучшего результата, как думаешь? Мне не хватило опыта. Скачки для лошадей верховой породы состоялись на дисциплинах 1600, 2400 и 3200 метров. В заезде рысаков 4 лет победу одержал участник из Башкирии Рузель Мустафин и его лошадь по кличке Ламборджини. Тактика всегда по дороге определяется. Не скажу, что сложно было, но не скажу, что как вот впереди идущий проскачку сделал, он на себя. Ну, бывает. А сложно было управлять лошадью? Ну, как сказать. Лошадь, если подчиняется, несложно, а если не подчиняется, так... К традиционным гонкам чистокровных скакунов на состязание Аударыш присоединились пони. За соревнованиями наблюдали не только челнинцы, но и судьи. Оцениваем навыки жокеев, подготовку лошадей. Люди весь год готовятся к этому дню. Ради того, чтобы показать, проверить свои силы, физические, резвостные способности демонстрируют в нашем ипподроме. Всех победителей соревнований наградили грамотами, а также призами. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости Чонла ТВ. Слабосоленая, горячего и холодного копчения и не только. Рыба с берегов Камчатки вновь порадует горожан. Настоящую камчатскую рыбу вы сможете приобрести с 20 по 24 июня на площадке у гипермаркета «Мегастрой». Рыба Камчатки в Набережных Челнах. На площадке у гипермаркета «Мегастрой» вы сможете приобрести рыбу, привезенную из Камчатки. Для истинных гурманов представлен широкий выбор угощений и, как всегда, богатый ассортимент рыбы и морепродуктов, горячего и холодного копчения. Вся рыба выловлена в естественной среде. Наша рыба коптится на натуральных опилках. Это позволяет сохранить полезные качества продукции. Разнообразие деликатесов впечатляет. Потрясающая чавыча, которая является царицей лососевых рыб. Нежнейший палтус. Очень вкусный балык белой рыбы, кижуч, нерка, форель. Есть и в оси сельдь. Вся рыба малосоленая. Для гурманов красная икра. Рыба богата омега-3 жирными кислотами. Настоящую камчатскую рыбу вы сможете приобрести с 20 по 24 июня на площадке у гипермаркета «Мегастрой». Долгожданная и всеми любимая. В Челнах открывается летняя ярмарка. С 20 по 24 июня более 60 участников из разных уголков России привезут невероятно вкусные деликатесы и товары, которые вас впечатлят, принесут радость и пользу. Ярмарка откроется в павильоне у гипермаркета «Мегастрой» рядом с 32-м комплексом. За вкусной полезной рыбой благородных сортов с Камчатки добро пожаловать на летнюю ярмарку. Ароматные абхазские специи придадут пряных ноток вашим любимым блюдам. Мармеладные новинки из Твери, тульские конфитюры на любой вкус, белорусские мясные деликатесы и десерты. Их вкусовые качества оценит каждый. На летней ярмарке представят огромный ассортимент летней одежды. Платья, туники, футболки, рубашки создадут стильный образ. А подчеркнуть красоту можно с помощью украшений. Ждем встречи с вами и гарантируем яркие покупки. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. А я, Фархат Иванов, желаю вам всего хорошего и до новых встреч на нашем телеканале.